Привет, это Семен Кочкин, и я вас приветствую с конференции «Чувашия после войны». Мы здесь будем обсуждать, как так случилось, что от нашего имени прямо сейчас идет самая настоящая война, и что нам нужно делать, чтобы в будущем не попасть в такую ситуацию, ну и вообще, как построить прекрасную Чувашию будущего. В течение месяца я буду публиковать видео с этой конференции, и первое выступление – это Федор Крашенинников, политический аналитик, который выступил у нас с темой «Как разрушалась Федерация». Я думаю, эта тема очень важна, поэтому посмотрите ее, поставьте лайк, напишите комментарий. Жду вашей обратной связи. Федор, привет, как меня слышно? Да, вас слышно хорошо, надеюсь, что и меня хорошо слышно. Да, я в формате этой конференции я бы сказал, что я уральский, очевидно, политолог, потому что я 25 лет жил в Екатеринбурге, на Урале, и хотя родился в Алмате, но для меня и сейчас Урал и его проблемы, они очень близки. И то, что вы рассказываете, и история Чувашии в 90-2000-е годы, это на самом деле довольно, не то чтобы совсем типичные, но есть некоторые общие вехи развития всех регионов России и даже в каком-то смысле парадоксальном постсоветского пространства, которые совпадают. Я сейчас попробую кратко пояснить свою мысль. Во-первых, прежде всего, откуда вообще взялась идея федерализма в России? Да, Россия была, как известно, империей до Романовых, до 17 года. В феврале 17 года была свергнута монархия, и новое правительство России объявило максимальные свободы. В тот момент времени Россия, очевидно, была самая свободная страна на свете, потому что были огромные, позволено было практически все. Демократия, свобода, всех выпустили из тюрем, и началась борьба за власть в столице, которая, как мы, в общем, знаем, закончилась приходом к власти большевиков. Но придя к власти в столице, большевики понимали, что им надо опереться на какие-то силы в регионах, а у них не везде были свои люди, и если были, то очень мало. А идея опираться на пролетариат, она довольно абстрактная, потому что пролетариата в России было маловато. Поэтому Ленин, как человек очень, так сказать, умный, он придумал, что опираться на одноместные элиты, обещая им местное самоуправление. То есть, вообще они всем обещали самоуправление, потому что если посмотреть, что Ленин говорил до прихода к власти, там государство, революция, он, в общем, проповедовал такой, знаете, анархический социализм, что вот советы будут всем править, и государство куда-нибудь потом вообще исчезнет. И к этому еще добавили хорошую замануху для национальных элит, что поддерживаете, большевиков, а то вернутся старые времена, и вас опять всех, загонят в тюрьму народов. Поэтому, когда большевики выиграли гражданскую войну, и даже до этого, потому что я так понимаю, что Чувашию создали как автономную в 2020 году, как я посмотрел, потом ее сделали автономным республикой. То есть в 20-е годы советская власть очень серьезно заигрывала с национальными местными кадрами, была политика так называемой коренизации. Цель была понятна. Они, во-первых, хотели разрушить каркас прошлого государства и ослабить русское население, потому что полагая, что так как оно было опорой царского режима, неплохо бы его как-то ослабить и создать другие центры власти на местах. В частности, там, где жили какие-то народы, создавались национальные, этнические республики, которые почему-то в советское время стали называть национальными. Да, отсюда вся эта путаница между этносом и нацией. Но очень быстро, пока, одни большевики создавали все эти национальные республики, другие большевики, и товарищ Сталин в том числе, они, в общем, смотрели это подозрительно. И понятно почему. Потому что демократия – это очень хорошая замануха и федерализм для местных элит. Но как только дело доходит до практики, с ними очень тяжело управляться. Я это специально проговаривал, чтобы мы потом вернулись к этому, говоря о 90-х годах. Да? То есть большевики кидают клич: давайте, мы вам всем дадим свободу, будете развиваться в составе пролетарского государства. И, в общем, на это очень многие, действительно, для многих это было откровением. И, допустим, в той же самой Украине там была и своя гражданская война, потому что часть тогдашних жителей Украины, они вполне себе поверили обещаниям большевиков, что будет создана советская радянская Украина, которая будет таким социалистическим государством украинцев, например. Да? Но, повторюсь, как только большевики взяли власть в руки, и товарищ Сталин взял власть в руки в коммунистической партии, всю эту историю начали сворачивать. Почему? Именно потому, что демократия такая вещь начинает развиваться очень бурно вниз.
А советская модель, она была идиократическая, иерархическая, и предполагала, что если принято какое-то решение сверху, то, в общем, его надо выполнять, не обсуждать. Поэтому вот эти вот механизмы обсуждения решений, они были ликвидированы. И начиная, так сказать, вот с ранних 30-х годов, даже так, с конца 20-х годов, вся эта вольность местная начала сворачиваться, но в 30-е годы все это еще и хорошенько прорепрессировали. Причем, если, допустим, 20-е годы, в начале 30-х большевики делали ставку на создание больших регионов, я говорю там о других регионах России, например, была огромная Уральская область, а потом Сталин испугался, что вот эти огромные регионы, они ведь могут обладать какой-то внутренней силой, там местные элиты могут что-то о себе начать думать, поэтому их всех тоже потом к концу 30-х годов разделили на более маленькие регионы, чтобы проще было ими управлять. Именно простота управления всегда и была для советской власти главным, так сказать, смыслом принятия разных решений. И не надо, так сказать, наверное, никого не удивлю заявлениями, что в целом весь федерализм в советское время был довольно условный. То есть какие-то там элементы национальной жизни поддерживались, но делалось это скорее для пропаганды, чтобы потом можно было всем рассказывать, что Советский Союз – это вот такой рай для разных народов. Пожалуйста, смотрите, у нас тут все народы, даже самые небольшие, и большие, и какие угодно, и средние, у всех есть свои какие-то государственные образования, там вот у них цветет национальная жизнь, как тогда говорили, национальная по форме, социалистическая по содержанию. Это тоже очень важный компонент, что советская власть допускала, так сказать, какие-то национальные, этнические элементы внутри государственности, но при условии, что они будут абсолютно лояльны социализму, собственно говоря, давайте честно, Компартии и ее текущему лидеру. Вообще советская система была на удивление лживая, потому что советская конституция и конституция 1936 года, сталинская, она была довольно либеральная по своему тексту. То есть прямо сказать, была неплохая конституция. Другое дело, что это была фикция. И уж конституция 1977 года, советская, принятая по ее, так сказать, мотивам Конституции РСФСР, они тоже, в принципе, были, не то чтобы либеральные, но что такое советская власть? Это власть советов. То есть предполагалось, что вот люди на местах выбирают советы, эти советы их представляют, эти советы обладают огромной властью, да, потому что разделение властей советская власть отрицала, то есть считалось, что вот люди собрались в этом совете, представители трудящихся там и народа, и вот они уж все решают. И все это было прекрасно, кроме того, что на самом деле, конечно, все решала коммунистическая партия, а советы всех уровней просто утверждали то, что им предлагали партийные органы, даже если это было им невыгодно. Это было, конечно, особенно забавно, потому что большинство советов, особенно местные советы, они были непрофессиональными. И даже, насколько я помню, Верховный Совет СССР и Верховный Совет РСФСР – это были непрофессиональные парламенты. То есть вот этих вот разных людей с мест, там, ткачих, доярок, рабочих, их собирали где-то, значит, или в Москве, или в столицах союзных республик, очевидно, в столицах автономных республик, и они, значит, там в течение короткой сессии быстренько голосовали за все, что там им предлагали, единогласно. Почему? Потому что за этим всем каркасом стояла коммунистическая партия, ну и, собственно, репрессивные органы, которые приводили всю эту причудливую машинерию в действие. Когда Советский Союз начал разрушаться, отчасти повторилась ситуация революционная, а именно конкурирующие элиты в Москве, в столице СССР, они искали для себя опору. То есть кто-то, скажем, там пытался опереться на разваливающуюся компартию, на репрессивный аппарат, на федеральные органы, а кто-то и на местные. И, в общем, опять начали говорить о том, что должна быть федерация. И Ельцин говорил о том, что вот берите суверенитет сколько хотите. Почему? Потому что надо было перетянуть на свою сторону местные элиты. Региональные элиты, республиканские элиты. А как их перетянуть на свою сторону? То есть вот этим вот вчерашним партийным чиновникам, вчерашним советским бюрократам, которые привыкли ходить на постойке смирно стоять и выполнять все, что им говорят, им сказали, а теперь вы власть. И люди вдруг обнаружили, что вот можно собраться вот этим Верховным Советом, который еще вчера ничего не значил, и принять все, что угодно. Я помню, что какие-то московские районные советы даже небо над своим районом объявляли, так сказать, своей территорией, ну, в смысле, что без них там ничего делать нельзя. Потому что советская конституция позволяла советам очень многое.
И никто же никогда не думал, что этим будут пользоваться. Да? Это примерно, знаете, такая аналогия, как положение английского короля. То есть формально он на много чего имеет право, да, но он этим никогда не пользуется. А вот если какой-нибудь король захочет вдруг начать всем этим пользоваться, я думаю, что, конечно, это вызовет большое изумление. Да? Так и Советская Конституция. Она реально там были прописаны огромные права Советов, просто им никто не пользовался. И вот ими все стали пользоваться. Еще и Ельцин и в пылу борьбы с Горбачевым и со старыми элитами, в общем, все это немножко поддерживал. Поэтому в разных регионах России в начале 90-х пошли процессы, ну, во-первых, суверенизации. Люди стали наполнять слово федерализм какой-то жизнью. И, в общем, это все довольно бурно развивалось, о чем, собственно, говорил Дмитрий. И, в общем, история любого региона в России, она в начале 90-х довольно причудлива. Да? На Урале, значит, Россель пытался создать Уральскую республику, но не с целью выделиться из состава, так сказать, России. Там другие были цели, потому что старая Советская Конституция РСФСР, она была прямо четко прописана в неравенстве регионов. По старой Советской Конституции национальные республики были выше по статусу, чем все остальные. В 1993 году это все уравняли. В чем здесь, что пошло не так здесь? Ну, во-первых, как и в первом случае, федерализм как бы пришел не снизу, а свалился сверху. То есть и в первом, и во втором случае кто-то приехал из Москвы и стал говорить: о, слушайте, теперь вы тут власть, давайте, делайте, что хотите, мы вас только поддерживать будем. Причем пришли не к народу, а пришли, собственно, к элитам. И вот момент очень тонкий – это захват всех достижений, скажем, демократической власти не народом, то есть не народу достались, а тогдашним элитам. Тогдашние элиты с большим удовольствием принялись делить эту местную власть, осознав, что, в общем-то, впервые все это имеет какой-то смысл. А тем более, глядя на то, как это все происходило в союзных республиках, где вчерашние бесправные там, первые секретари формата там, Ниязова или Назарбаева вдруг оказались лидерами независимых государств, которые вообще много чего могут себе позволить. Вообще это очень хорошая энергия, поэтому если мы говорим о будущем России после Путина, первый урок, который мы извлекаем, это, конечно, огромную опасность представляет нынешняя элита. Потому что если кто первый прибежит, хватай суверенитета сколько хотите, и кто первый захочет оседлать вот эту лошадку, это будут местные элиты. Потому что пока мы там будем, не знаю, возвращаться из эмиграции или что-то думать, что делать, спорить, пока люди будут рассеянно, значит, вообще осознавать, что происходит, эти вот ребята быстренько перекрасятся, как это было в 90-е годы, и прибегут первые с криками: так вот же, мы же всегда были за независимость родного края, за нас и голосуйте. Что произошло дальше? Действительно, в какой-то момент в разных регионах России к власти пришли, в некоторых, вполне себе люди, пользующиеся поддержкой людей. В частности, например, вот ваш бывший лидер Федоров. Я помню этого человека, он был довольно яркой федеральной фигурой, он спорил с Ельциным, он ушел в отставку. И, по сути, я так понимаю, что он пришел на выборы президента Чувашии как такой оппозиционный федеральный политик. Все ни так, много ни Федор. мало. Да, Федор, все так. Да, у меня есть время еще или нет? Да, у тебя есть время, все хорошо. Я просто хотел сказать, что когда он шел на свои первые выборы, он не считался фаворитом, да, этой гонки. То есть его скорее воспринимали как такого умеренного оппозиционера, который критикует там центр умеренно за то, что там принимают конституцию, которая дает президенту там большие полномочия. Слишком большие права, да. Ну, все, давай я буду говорить, а то тут как-то мы с паузами говорим, сложно вести диалог, да, давай я еще докончу свою речь. Вот. Значит, но этот случай был не уникален. Я знаю еще как минимум один пример в истории довольно известный регионов России, когда бывший федеральный оппозиционер стал местным лидером, например, Аман Тулеев. Аман Тулеев тоже до какого-то времени был вполне себе, так сказать, оппозиционной фигурой федерального масштаба, участвовал в выборах, а потом, значит, он избрался в эту должность кемеровского губернатора и превратился там, в общем, прямо сказать, мелкотравчатого тирана, и все то, за что он боролся в молодости, он же все это вытоптал. Я думаю, что примерно те же метаморфозы пережил и Федоров в Чувашии. Да? То есть он пришел к власти как демократ, как поборник демократии. Он действительно еще и на похороны Немцова сходил, и к Ельцину относился с большим пиететом, относится к Ельцин-центру, и против гимна советского протестовал. Но при этом, при всем, значит, становление капитализма было связано с воровством. Давайте назовем вещи своими именами. И вот эти все региональные лидеры, особенно которые всю власть взяли под себя, они в этом активно участвовали.
И Тулеев, и Россель, и Федоров, и все другие региональные лидеры, и Рахимов, Шаймиев, они все буквально были очень даже причем, когда речь шла о приватизации советской собственности и, самое главное, прибрать к рукам самое ценное, что есть в местном хозяйстве. Поэтому неудивительно, я так понимаю, что и Федоров тоже там у вас на сельском хозяйстве руки погрел. У кого что было, тот на том, значит, и разбивался. И это, очевидно, изгубило федерализм в 90-е годы, что, с одной стороны, эти все местные деятели, они быстренько, значит, научились воровать. А что помешает людям воровать? А людям мешает воровать демократия. То есть, с одной стороны, ты приходишь к власти как демократ, значит, ты обращаешься к людям, а потом через некоторое время ты обнаруживаешь, что эти же люди могут тебя и переизбрать. Или избрать каких-нибудь парламентариев, которые тебе будут предъявлять, а что ты вообще воруешь, да? И что ты начинаешь делать? Да ты начинаешь эту демократию искоренять. Искоренять демократию под собой. То есть в 90-е годы и начало 2000-х, то есть до того, пока Путин занялся искоренением местного самоуправления, местное самоуправление очень даже хорошенько искоренили как раз вот эти вот региональные деятели. Потому что они не хотели, чтобы им кто-нибудь мешал. Они хотели выстраивать отношения с федеральным центром, что вот есть я, глава региона, есть федеральный центр, я с ним то дружу, то мирюсь, то торгуюсь, то шантажирую. А меня вот шантажировать не надо, потому что если будет развито местное самоуправление, а вдруг оно встанет не на мою сторону, а на сторону, условно говоря, допустим, федерального центра. Поэтому не надо никакого местного самоуправления. И, например, в Башкирии, в Татарстане, и, например, в городе Москве местное самоуправление было уничтожено еще вот этими самыми деятелями 90-х годов. Была создана вертикаль власти еще до всякого Путина. А что думаете по этому поводу вы? Пишите в комментариях. Теперь давайте я все-таки вот попробую из этого сделать выводы на будущее, потому что если конференция о будущем, то давайте об этом думать. Первое. Ни в коем случае, конечно, нельзя допускать того, чтобы быстро и сразу проходили какие-то выборы. Особенно выборы главы республики. Вот мы все говорим про федерализм. И мы все говорим про парламентаризм. Это очень популярный лозунг, оппозиционные движения, если в чем-то едины, все вроде как за федерацию и за парламентаризм. Все правильно, это замечательно. Но давайте зададим себе вопрос. А должен ли быть парламентаризм только на федеральном уровне, или он должен быть и на местном уровне тоже? И тут очень важный ответ. На местном уровне, безусловно, тоже должен быть парламентаризм. То есть в Чувашии должен быть парламент, избираемый как можно более демократическим путем, и он должен избирать какого-то премьер-министра, который, вот, условно говоря, отвечает перед парламентом. Но и это еще не все. Я постоянно, так сказать, настаиваю на том, что надо передавать как можно больше полномочий вообще в местное самоуправление. И в крупных городах тоже желательно мэров не избирать, а чтобы там были очень сильные местные советы. Почему? Ну, или думы, или как они там могут называться. Мы должны разрушить вертикаль вот этой иерархии, и заменить ее демократическими структурами, когда самая главная власть находится на местах. То есть нам нужно сделать в России и во всех ее субъектах, и в России целиком, очень развитое местное самоуправление, которое будет уравновешивать региональную власть. А региональная власть должна уравновешивать федеральную власть. И только тогда демократия будет существовать. Потому что уничтожение федерализма в России Путиным, вот до чего я, так сказать, не дошел, почему не так хорошо получилось? Потому что некому было сопротивляться. То есть, условно, в каждом регионе был какой-то один свой начальник, с которым можно было или договориться, или купить его, или убрать его каким-то образом. Но обычно покупали и договаривались. Да, если мы уже обсуждали перед началом конференции, что Федорова не просто так выгнали из власти, да, его очень аккуратно выводили оттуда, выманивали, скажем. Да, то есть надо было убрать человека из Чувашии, его убрали на федеральный уровень, никто не мог сказать, что неуважительный и так далее. И сейчас он до сих пор сидит в Совете Федерации, а не в тюрьме. Да. И там очень многие такие же. То есть в чем проблема, еще раз? Под ним не было никакой демократии, никаких политических элит, местного самоуправления, парламента чувашского, который бы сказал: слушай, ты что делаешь? На каком основании ты отказываешься от суверенитета и вообще, так сказать, передаешь все эти полномочия федеральному центру? Таких людей не было, таких сил не было. А чтобы их не было, для этого постарались сами эти региональные вожди. Вот, собственно, этом Путин и сыграл. Он, во-первых, очевидно знал, кто где что украл, потому что все прекрасно понимали более-менее, как делали состояние в 90-е 2000-е годы. И, очевидно, это был элемент шантажа. Поэтому всем региональным вождям
был предложен вариант или подчиниться федеральной власти в лице Путина, или ожидали проблем. И ключевой момент в уничтожении любого федерализма, это, конечно, был момент отмены выборов. Потому что до тех пор, пока главы республик и регионов избирались, у них все-таки была какая-то независимая от Путина легитимность, и они представляли некую угрозу для него. Как только Путин отменил выборы, все абсолютно местные и региональные вожди оказались чиновниками, зависимыми от Путина. Это он решал, а потом некоторое время даже и Медведев, да, кто будет кем руководить. Не избиратели, не местные элиты, не местные парламенты, а, собственно, федеральная власть. И обратите внимание, как много тех, кто все 90-е годы кричал, что он за демократию, что ему так важно, что его народ выбирает, что вот это вот самое важное его достижение в жизни, что его там, значит, земляки куда-то выбрали. Эти же люди побежали к Путину, отдали ему все, что он просил, только ради того, чтобы их назначили уже гауляйтерами в их же регионы. Вот где, так сказать, позор и безобразие. Да? И мы такое же абсолютно наблюдали в Екатеринбурге, когда Россель, который все 90-е годы хлопал крыльями и рассказывал, как он героически борется за интересы Урала, и прямо вот доверие народа – это самое важное, что у него есть, и оказалось, что самое важное, что у него есть, это доверие Путина. То же самое, очевидно, случилось и с Федоровым, то же самое случилось со многими другими. Ну и, естественно, последний акт – это когда, в общем, этих всех ветеранов политики, которые помнят, откуда они взялись, их всех убрали потихонечку с руководящих позиций, и там уже, в общем, кто-то сохранил влияние, кто-то не сохранил, но в целом понятно, что решают вопрос о том, кто руководит регионом, давно уже в администрации президента. И я еще хочу немножко отойти в сторону и привести еще один пример, чтобы просто стало понятно, что это процесс довольно универсальный и страшный, и от него, кстати говоря, не защищает даже суверенитет. Посмотрите на Беларусь. Беларусь, по сути говоря, прошла ровно тем же самым путем. То есть там был вот этот вот, после развала Советского Союза, там было несколько, год или два, демократии. Потом на выборах побеждает молодой антикоррупционер и демократ Лукашенко, который, значит, идет на выборы под лозунгом, что мы сейчас, значит, наконец-то вот коррупционеров-то всех выгоним. Народ за него действительно голосует, потому что а что нет, он такой речистый, молодой, хороший. После чего человек садится во власть и все последующие годы занимается тем, чтобы уничтожить какие-либо ростки демократии в веренном ему, попавшем ему, скажем так, государстве, чтобы никто никогда не оспаривал его право на власть. Поэтому это на самом деле что-то универсальное, а не частное. И когда мы говорим о будущем, мы должны об этом помнить, что, во-первых, нельзя доверять местным элитам, и вообще лучше бы избегать вот этого, самой этой фигуры харизматичного единого вождя города, региона, тем более страны, потому что парламентское правление, оно, в общем, дает гораздо больше страховок от авторитаризма, особенно с нашими тенденциями, но еще больше страховок от повторения вот этого печального опыта путинизма дало бы, во-первых, реальный федерализм, то есть вот, чтобы во всех регионах были реальные, так сказать, полномочия у региональных и местных властей. Вот это очень важно, потому что местные органы власти, это, ко всему прочему, это еще и защитники демократии. То есть все не могут быть депутатами федерального парламента. Количество депутатов региональных парламентов, их много, но меньше. Так вот, должно быть тысячи, может даже десятки тысяч по всей стране муниципальных местных депутатов, которые осознают себя властью и которые должны быть, условно, главными стражами вот этого всего демократического порядка в стране, чтобы они в случае чего поддерживали региональные власти, а когда региональные власти зарываются, они могли бы, так сказать, апеллировать к федеральным властям и наоборот тоже. Без этого у нас ничего не получится. Поэтому иллюзия, что может быть какой-то демократия и парламентаризм только в центре и не на местах, иллюзия, что может быть, что демократию можно построить сверху вниз, нам нужно обязательно начинать снизу. И пока мы не разовьем вот это местное самоуправление, региональное самоуправление, никакой демократии, устойчивой демократии в России, конечно, не будет. И причем не только в России, но даже в регионах. Потому что, как опять же повторюсь и закончу на этом, что от демократа Федорова к несменяемому Федорову, который, значит, в общем, присягает Путину и в целом сдает ему более-менее все, путь оказался, в общем, не такой уж и извилистый.
Да, путь оказался всего 8 лет буквально, и на свой третий срок как раз он обнулил и местную конституцию и договорился с Путиным, чтобы, в общем, править еще 8 лет. Федор, такой вопрос нам пришел. Как будет ли сложно привлечь инвесторов в регионы России, если Россия будет децентрализована, да? То есть мнение, что не хотят крупные инвесторы заходить в регион, заходить в те страны, где централизованные страны. Что думаешь по этому поводу? Тут зависит от того, как провести децентрализацию, потому что если все сделать правильно, и в регионах будет демократия и порядок, в бытовом смысле слова, а не какие-то банды у власти, то инвесторы пойдут. Более того, нормальная схема федерализма, она ведь предполагает, что регионы могут устанавливать привлекательные правила для бизнеса. Да? Например, Москва, Санкт-Петербург, какие-то крупные богатые регионы, они и так не страдают от недостатка инвестиций, и они могут там повышать налоги, еще что-то делать, потому что никуда оттуда люди не денутся. Да? Хочешь работать на большом рынке, будешь платить все, что скажут. А регионы, скажем, победнее, с меньшим населением, они как раз-таки имеют возможность регулировать эти вещи, то есть делать пребывание бизнесов в своем регионе выгодным. Например, собственно, регулирование с налогами, оно должно быть куда-то вниз передано, потому что я так уж получилось, немножко знаю поближе, что происходит в Швейцарии, так там в соседних деревнях могут быть разные налоги, понимаете? Потому что они так решили. В местной, в одной деревне такой налог, в другой, в этом кантоне такие налоги, в соседнем другие. Да, это может быть сложно для нас, но с другой стороны, когда какой-то крупный бизнесмен размышляет, где ему, что-нибудь построить производство, конечно, он может обращать на такие вещи внимание. Если, допустим, Чувашия будет предлагать какие-то очень выгодные условия защиты инвестиций, налоговые, да почему нет? Люди с удовольствием будут приезжать. Но главное, должен быть порядок. Не в путинском смысле, не в фашистском смысле, а в смысле, демократии, судов и так далее. Чтобы человек понимал, что для этого нам, наверное, нужна все-таки федерация, да, чтобы при всем этом местном самоуправлении развитом, при всем региональном самоуправлении, чтобы была какая-то судебная независимая вертикаль власти, которая не зависит от местных руководителей, потому что это очень страшно и печально, когда судьи подчиняются президенту, но ничуть не лучше, когда они подчиняются какому-нибудь местному мэру, да, потому что он, им квартиры раздает. Вообще должны быть какие-то... Смысл федерации в том, что она должна охранять права человека на всех уровнях, какие-то цапки к власти нигде не пришли и не стали людей унижать и обижать. И защищать, наверное, в том числе интересы бизнеса, потому что должна быть хорошая судебная власть, и судебная в смысле криминального, административного, и коммерческого права, чтобы люди не боялись, что какой-то местный орган власти примет решение все у них конфисковать и в тюрьму посадить. Этого, конечно, быть не должно. Да, спасибо, Федор. У нас остается буквально 2 минуты. Задают вопрос, нужно ли будет провести в России, и в Чувашии тоже, люстрацию, как ты считаешь? Да, люстрацию у нас многие понимают неправильно, что люстрация это какое-то наказание суровое. На самом деле люстрация это всего лишь запрещение некоторым людям заниматься политической деятельностью, преподавательской деятельностью, еще какой-то. Это вовсе не значит, что человека лишают права жить и дышать. Нас с вами, некоторых из нас лишили же права жить там, где мы хотели. Да? Ничего, мы же не умерли, как-то живем. Соответственно, если каких-то видных единороссов лишат возможности заниматься политической деятельностью, они могут заняться чем-нибудь другим. Это совершенно не лишает их возможности жить. Пусть сады выращивают, курьерами работают. Масса хороших профессий. То есть я за иллюстрацию, но просто давайте не будем ее драматизировать. Это не убийство людей, не бессудные казни какие-то. Это просто лишение каких-то людей, каких-то политических прав, потому что они этими правами злоупотребляли при нынешнем режиме. Поэтому я считаю, что да, высокопоставленных единороссов, каких-то пропагандистов, их неплохо на какое-то лет на 10, может быть даже не пожизненно, на 15 лишить права заниматься политикой и преподавать.
А вот тех, кто нарушал законы, тех, кто выносил решения судебные несправедливые, возбуждал дела, ну их надо судить за уголовные преступления. Это же никакая не иллюстрация, это, извините, обычное право. Люди должны, и те, кто войну эту устроил, эти люди должны отвечать не в рамках иллюстрации, а в рамках уголовного кодекса за то, что они совершили преступление. Спасибо, Федор, спасибо за твой рассказ про то, как в России уничтожалась и свертывалась федерация, федеративные реформы. Жалко, что у нас мало времени. Спасибо тебе большое. Вам спасибо, что пригласили. Всегда рад. Зовите еще. Обязательно. Это было выступление Федора Крашенинникова, политического аналитика. Что вы думаете, согласны вы с ним или нет, пишите в комментариях. А другие выступления я буду выкладывать в течение этого месяца. До встречи!